повестке очередной весенней сессии парламента республики было заявлено 15 вопросов. Законопроект о выборах депутатов Республики Абхазия был снят с повестки ввиду отсутствия на заседании автора проекта. Первый вопрос – закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней представил депутат Леонид Лакербая. В проекте предполагается законодательное закрепление календаря прививок, возможность официального отказа от вакцинирования для граждан и также ограничения для непривитых жителей Абхазии на период острого распространения заболеваний и при угрозе возникновения эпидемии. Законопроект был принят во втором окончательном чтении. Также в соответствии с принятым законом были внесены некоторые изменения в законодательные акты республики. Здесь гарантирована и социальная поддержка граждан, то, чего не было у нас в случае поствакцинальных осложнений после инфекционных прививок. Гражданину дается право не делать прививку. То, чего как вы знаете, в советский период не было, во-первых, на медицинские учреждения прописано, что они должны объяснить человеку, который подпадает под календарь в данном случае, для чего нужна эта прививка, какие осложнения могут быть, если прививка не будет, какие есть противопоказания медицинские, то есть подробно все это есть. Тем не менее, человек и за себя, либо за своего ребенка может отказаться от прививки, причем отказ должен быть в письменной форме. Но и в то же время государство оставляет за собой право, что отсутствие профилактических прививок влечет за собой временный отказ в прием граждан, в лечебные, школьные, образовательные учреждения. Как пример, идет эпидемия кори, естественно, те дети, которые не привиты от кори, они не будут. Во втором окончательном чтении был принят законопроект об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Проект закона, представленный Леонидом Лакербая, направлен на создание госсистемы, которая позволит осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, подпадающих под действие законодательства республики о государственном пенсионном обеспечении. Можно прогнозировать будет и выход на пенсию, и численность занятых трудом. Каждый гражданин Республики Абхазия и каждый, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства, прибывшее сюда для того, чтобы заниматься трудовой деятельностью, обязательно должны быть застрахованы. На каждое, лицо создается индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером. Информация от ЗАГСа, от Минюста переходит в пенсионный фонд. Открывается индивидуальный лицевой счет с этого момента. Это по рождению. Второе, это по получению паспорта. Человека, который не был гражданином Республики Абхазия, получил этот паспорт. Генеральный прокурор Адгур Агарба представил парламентариям редакцию закона о прокуратуре Республики Абхазия. Как отметил Адгур Агарба, новый проект закона разработан в целях совершенствования механизмов деятельности ведомства. По словам генпрокурора, действующий закон частично устарел. Некоторые нормы закона о прокуратуре противоречат нормам Конституции. В прокуратуре была создана рабочая группа, которая проводилась более полгода проводилась работа. И с учетом нашей работы и профессиональной деятельности мы столкнулись с тем, что действующий проект закона о прокуратуре, он частично устарел. Для того, чтобы привести его в соответствие, а также в целях гармонизации и с учетом того, что действующие нормы должны сегодня соответствовать требованиям настоящего времени, нами представлен новый проект закона. Законопроект предлагается принять в первом чтении, чтобы в дальнейшем доработать и внести все необходимые правки. Депутаты поддержали предложение генерального прокурора. И данный проект, на мой взгляд, он также помогает для того, чтобы прокуратура работала более эффективно, чтобы избавить их от некоторых нюансов, которые мешают ежедневной рутинной работе. Далее правки в законопроект об управлении в административно-правовых единицах Абхазии представил Батал Айба, полпред президента в Народном собрании. Закон направлен на закрепление за местными органами власти полномочий на озеленение населенных пунктов и уход за зелеными насаждениями. Закон был принят единогласно во втором окончательном чтении. Действующее законодательство в Республике Абхазия не отражает полномочий местных администраций по благоустройству территории в части озеленения населенных пунктов, содержания и охраны
зеленых насаждений. Депутат Дауд Хутаба представил постановление о внесении изменений в закон о президенте Республики Абхазия. Предложенные правки должны устранить существующие противоречия в двух законах, касающихся принесения присяги президентом после избрания на должность. Речь шла о том, что в Конституции была внесена поправка, в соответствии с которой президент Республики Абхазия давал присягу в присутствии судей Конституционного суда. Но дело в том, что, видимо, в тот момент не учли, что в соответствии с тем законом о президенте Республики Абхазия, так как это было раньше, президент давал присягу в присутствии судей Верховного суда, то есть сейчас они обратились для того, чтобы вот эту ошибку исправить, чтобы не было разночтений в законе о президенте. Депутат Инар Гицба предложил провести индексацию размера ущерба и размера преступной деятельности, в том числе доходов, позволяющих квалифицировать деяния как совершенные в крупном или особо крупном размере, с учетом роста инфляции и снижением уровня покупательной способности денежной единицы. Сегодня, по большому счету, есть некоторые модели телефонов, да, которые стоят там 150 тысяч. Да, и если происходит кража, то человек, который установлен, что он совершил эту кражу, он по 4 части проходит и по всей строгости закона, там, если не ошибаюсь, от 7 до 9 лет может получить наказание. Да? Вот я предлагаю поднять в этих статьях этот порог, в статью 144 внести изменения и поднять порог до 100 и 150 тысяч, соответственно, это крупный и особо крупный размер. Парламент республики принял во втором окончательном чтении закон о создании молодежного парламента при Народном собрании. Это будет рекомендательный орган, направленный на развитие законотворческой деятельности среди молодежи. Подобная практика распространена во всем мире. Закон был принят во втором окончательном чтении. Будет 17 кандидатов избираться в этот орган. С каждого района по 2 человека, с города Сухум 3. Это будет нейтральный, вне политики, можно сказать, орган молодежный. Хочу отметить, что порядка 30 стран, представленных на Всемирном молодежном форуме, имели также молодежный парламент. И наши ребята там, выступая, предложили очень важную инициативу. Это такая условно ассамблея молодежных парламентов всего мира. Во всех развитых странах такая структура существует. Отличное подспорье для молодых людей. Инициатива полезная, она, я думаю, будет действенна для молодежи. Более того, она предусматривает возможность взаимодействия с парламентом в отношении законодательных инициатив, касающихся молодежи. Я думаю, что это вызовет позитивный эффект. В том числе и молодежи эта инициатива, я так слышал, насколько очень нравится. Планируется внесение изменений в законы о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории Абхазии и о пенсионном обеспечении инвалидов, семей погибших и семей умерших инвалидов ОВНА. Для разработки проектов законов о внесении правок была создана рабочая группа парламента, которую возглавил депутат Тимур Шергелия. Данная рабочая группа будет осуществлять поставленные задачи именно по тем проблемам сегодня существующих в законе о ветеранах, и в ближайшее время после принятия постановления будет проведено комитетское заседание и будут обозначены и определены все вопросы проблемные для того, чтобы решить в уложенные сроки, кратчайшие сроки. Также депутаты утвердили ряд постановлений, касающихся выделения земельных участков. По предложению депутата Адгура Харазия в раздел «Разное» был внесен вопрос о принятии официального обращения парламентариев к президенту республики и начальнику Государственной службы охраны, касающегося установки забора вокруг комплекса правительственных зданий. Считаем, что подобные конструкции противоречат демократическим принципам открытости законодательного и представительного органа государственной власти и будут способствовать негативному общественному мнению. Полпред президента республики в Народном собрании прокомментировал данное обращение, подчеркнув, что установка ограждений не противоречит демократическим нормам и никак не скажется на открытости власти. Во многих странах
практика защиты государственных объектов существует, и вокруг крупных государственных зданий и сооружений возводится ограда, подобная и более существенное. Никак не отразится взаимоотношения парламента, взаимоотношения исполнительной власти с народом. Как двери открыты были, как прием граждан осуществлялся постоянно, так и будет осуществляться. Это меры национальной безопасности. По итогам голосования обращение не было принято депутатами. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.